Здравствуйте, это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. С третьей декады июля начинается арктическая навигация. Сложная ситуация здесь складывается на реке Яна. План завоза жизнеобеспечивающих грузов по реке Яна составляет более 150 тысяч тонн. Из них сегодня отгружено около 17 тысяч тонн. Как стартовала арктическая навигация, об этом и не только поговорим сегодня с гостем студии Никитой Павловым, заместителем председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Никита Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем наверное, такого главного. Какова роль госкомобеспечения в Северном завозе, в том числе в период навигации? Спасибо за вопрос. Северный завоз, конечно же, имеет огромное значение для стабильной деятельности народного хозяйства, устойчивого развития северных территорий, ну и, конечно же, для жизнеобеспечения всей нашей республики. Основной этап северного завоза — это является навигация. Навигация у нас начинается с мая по октябрь месяц. Общий объем завоза составляет 3 миллиона тонн грузов. Из них жизнеобеспечивающие — это порядка 1,5 миллиона тонн грузов. Конечно же, туда входят это каменный уголь, нефтепродукты, дизтопливо, социально значимые продовольственные товары, расширенный ассортимент товаров производственно-технического назначения. Если говорить о роли госкомобеспечения вообще в северном завозе, это у нас изначально работа начинается с составления планов. Планы объема работы — это предоставляют нам хозяйствующие субъекты, которые обеспечивают жизнеобеспечение нашей республики, это по всем населенным пунктам. Эти организации нам предоставляют плановые объемы ежегодно. Эту работу мы проводим еще в конце ноября, в начале декабря, и начинается формирование этих планов. Планы эти очень тщательно рассматриваются нашим комитетом. Если идут какие-то отклонения при увеличении объемов, при уменьшении объемов, мы досконально проверяем все объемы, сравниваем с прошлогодними годами, что обязательно мы требуем разъяснительную работу, почему вы увеличили, почему вы уменьшили. И если субъект нам предоставляет актуальную, достоверную информацию, мы его включаем в план работы. После того, как мы действительно как комитет разрабатываем вот этот план, издается распоряжение правительства, правительственной республики Саха-Якутия, и начинается работа уже по организации работы по гарантированной доставке этих плановых объемов. Что это из себя представляет? Да? Это у нас имеется, по-простому говоря, у нас имеется груз, мы его должны доставить. Значит, мы ведем работу по договорной кампании, чтобы хозяйствующие субъекты на все заявленные объемы были доставлены по всем нашей республике. Это не только арктические районы, да, это вся республика. Это ЖД, навигация, зимники, автомобильные дороги. Это начинается вот такая кропотливая работа, которая на сегодняшний день действительно идет действительно планово. Это из года в год. Мы права на ошибку не имеем в этой работе. Если говорить еще роли госкомобеспечения, да, это мы ежедневно контролируем данные вопросы. Ежедневно нам предоставляют отчетности, какая работа была проведена, это сколько объема сегодня на сегодняшний день отгружено, почему не, если не идет отгрузка, то почему не идет, мы уточняемся. Если возникают вопросы, вот вы сказали в начале проблемные вопросы по реке Яна, да, наш комитет совместно с другими ЕОГВ, это Минтранс, МинЖКХ, представителями ГУП ЖКХ, вот на днях, грубо говоря, с 20 по 24 мы ездили в Устьянский район. Действительно, там климатические условия, которые по реке Яна, уровни воды, которые не позволяют судоходной обстановке. И, конечно же, мы проверили сперва, навигация сейчас у нас очень сильно готовится, максимально
проводит все работы. Это дноуглубительные работы, подготовка флота к регистру, предъявляются регистру эти наши перевозчики, площадки, которые будут принимать по ГУПу ЖКХ. Мы эту всю работу посмотрели, поставили ряд задач, которые должны в кратчайшие сроки решить. Но по сегодняшний день, вот с 24 буквально 26 все вопросы были отрегулированы. Навигация, флот готов. Сейчас ждем именно все суда, которые направлены на реку Яна, они будут доставлены. Сейчас активно идет переход с реки Лена, с Осетрова, с Алдана. Все суда туда двигаются, заявленные объемы. Еще раз повторюсь, у нас это идет плановая работа. Никаких отклонений от этих нет. Главное, чтобы и дальше отклонений не было. Скажите, а вот сейчас на каком этапе находится разработка законопроекта о Северном завозе? Потому что известно, не так давно в Государственной Думе уже состоялось очередное чтение закона. Да, вы совершенно правы. Если смотреть назад, да, этот вопрос очень долго рассматривался на всех уровнях, на всех площадках. Да. За последние годы в Российской Федерации особое внимание уделяется развитию Арктики. Это и в целом северного территории. Активно идет освоение Северного морского пути, который действительно очень актуален. И это мы долго ждали этот вообще законопроект. Но вот по поручению президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным под руководством Минвостокразвития был разработан проект федерального закона о Северном завозе, который на сегодняшний день проект принят Государственной Думой и направлен в Совет Федерации, Российской Федерации. Да. И на сегодняшний день, это было 21 июля 2024 года, планируется, что законопроект вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Если смотреть проект федерального закона, он предусматривает очень расширенные моменты. Да? Это значит, что из себя представляет? Будет уже на федеральном уровне утвержден перечень товаров, которые будут завозиться на всю республику. Это не только наш регион, и в другие регионы. Этот будет по категорированию первой, второй, третьей категории. Да. Будут инфраструктурно-логистические центры, это перевозчики будут включаться в реестр определенный, которые непосредственно будут участвовать именно в жизнеобеспечении этих завозов завоз грузов в целом. Да. Если говорить вообще о Северном завозе в законопроекте, да, если смотреть, Минвостокразвития за основу своего проекта закона, да, он взял с нашей республики. Наша республика очень особо, она климатически, да, в каких суровых условиях мы живем, в действительности, да, это наше население. Наша логистика, она уже выработана десятилетиями, у нас права ошибки нету, у нас действительно такие моменты, да, где у нас грузы доходят на второй год. Это называется депонационные запасы. За последние годы наш комитет и на уровне правительства мы очень плотно сотрудничаем с Минвостокразвитием, который с нами консультировался в этом направлении. И если какие-нибудь возникали вопросы, наш Эльдархан Айсан Сергеевич Николаев, который сам участвовал в этих процессах, который какие-то вопросы, если в спорные моменты возникали. Как говорится, в спорах рождается истина, и мы пришли к общему знаменателю. Действительно, мы ожидаем этот федеральный закон о Северном завозе, который действительно улучшит жизнь наших земляков. Давайте вернемся с вами к грузоперевозкам. Вы уже отметили в начале нашей беседы, что вся работа, которая идет у вас, она идет согласно плану. Сейчас уже сколько грузов от плана завезено по рекам, например, в арктическую зону? По состоянию на 27 июля 2023 года
Сначала навигация отгружена для нужд жизнеобеспечения 649 400 тонн, или это 51% от плана. Доставлено до мест назначения 491 100 тонн. Я бы хотел отметить, что в этом году план составляет 1 273 000. Это, если сравнивать с прошлогодним годом, это на 10 000 больше. С каждым годом, если мы наблюдаем, да, завозимый груз, он увеличивается. Если говорить по арктическим рекам, да, сколько будет завозиться, это у нас будет порядка, утвержденным согласно распоряжению того же, у нас составляет это 361 200 тонн. Если смотреть по рекам, да, вот, по реке Яна это более 150 000 тонн, Индигирка это 52 200 тонн, Колыма 78 000 тонн, по Анабару это 47 000 тонн, это больше 47 000 тонн. Ну и море Лаптевых 36 600 тонн. Сейчас идет накопление угольной продукции в Зеленом мысу. Уголь доставляется с Зарянского угольного разреза, двигается по реке Колыма. Порядка накопления составляет 44 000 тонн. При открытии уже баровых участков флот весь там находится и сейчас находится в работе. Сейчас первые груза вот 17 000, как вы отметили, да, он будет заходить на реку Яна. И далее уже 17 000, 40 000 и будет уже с Усть-Кута где-то ориентировочно 30 000 уже будут заходить на реку Яна. Ну и здесь, наверное, необходимо отметить, что в это количество тонн входят не только продукты питания первой необходимости, а также топливо, уголь и все прочее. Да, совершенно верно. Вот этот весь объем, он разнообразный, ассортимент разнообразный, да? Топливно-энергетические ресурсы, они своеобразны тоже. Если под определенные суда конкретно подтачиваются, это перевозка угля, нефтепродукта, реактивного топлива для авиации. Но в целом, если говорить, да, о том, что у нас вот эти груза, которые у нас сейчас двигаются по всем нашим рекам, они идут планово. Очень хочется пожелать вам, чтобы действительно все шло согласно плана и графика, а возможно даже, чтобы вы опередили сроки, которые назначены. Спасибо большое. Благодарю вас, Никита Александрович, за беседу. Приходите к нам еще. Хорошо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя и до встречи в эфире.